Добрый день, коллеги. Мы приветствуем вас на семинаре, мастер-классе «Профилактика употребления никотиносодержащих продукций среди несовершеннолетних. Медицинский, психологический и правовой аспекты». Проводить у нас его будет Юрий Валентинович Афанасьев. Вы уже к нам подключились. Добрый день. Да, здравствуйте. Врач-психиатр высшей категории, заведующий детским психиатрическим отделением, аккредитованный эксперт Роскомнадзора, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И в ближайшие 1,5 часа, Юрий Валентинович, вам слово. Коллеги, призываю к активному обсуждению. Во вкладочке «Вопросы» либо в чате вы можете задавать вопросы Юрию Валентиновичу, и он готов на них ответить. Юрий Валентинович, мы вас не видим. Первоначально подключиться удалось, что-то случилось. Да, коллеги, сейчас меня слышно, видно? Да, все, слышно, видно. Все, передаю вам слово. Да, коллеги, 1,5 часа, к сожалению, не получится. Я сейчас в отпуске, буквально вот на час вырвался, поэтому я думаю, что мы уложимся в течение часа. Если вопросы какие-то будут возникать, то, в принципе, пишите, либо дам координаты, если нужна более какая-то детальная консультация будет. Я представлюсь, меня зовут Афанасьев Юрий Валентинович, по своей основной профессии врач-психиатр. Общественные должности прописаны, это можно все изучить. Тему, о которой мы сегодня будем говорить, наверное, накрыла Россию, как все считают, в октябре прошлого года. Хотя, на самом деле, эта проблема началась гораздо раньше, и то, что мы с вами уже застали, это мы били по хвостам. Если основной процент взрослых узнал об этом в октябре, родительская общественность подняла шум в ноябре, законы начали принимать, ограничивать по употреблению никотинсодержащей продукции в декабре, то я как врач, специалист, столкнулся с этой проблемой в начале августа. То есть мой первый отравленец, то есть подросток, который отравился снюсами, так называемыми, хотя это не снюсы, будем разбирать сегодня, поступил ко мне где-то в начале августа. И уже 28 августа я об этой проблеме докладывал на конференции КДН-ПДН в Тюмени. Но, как говорится, не всегда у нас информация быстро и верно доходит. Поэтому сегодня будем разбирать именно медицинский, психологический, правовой аспект. Потому что если дать только один медицинский аспект, я думаю, что многие вряд ли смогут использовать эту информацию в полном объеме. То есть нам нужна связка, прежде всего, с правовой точки зрения, с психологией. Медицинский аспект, он понятен. Никотин, я вынес это прямо в заголовок, яд, токсин. Поэтому, в принципе, о чем тут еще говорить. Но мы будем говорить о современных способах потребления. И вот та система профилактики, которая была по федеральному закону номер 15 ориентирована только на употребление табачной продукции, вот он как звучит, и последствий потребления табака и воздействия табачного дыма в данном случае абсолютно не работало. Дети также спокойно и просто получали никотин, но получали они его другим способом. То есть вот этот закон, который мы с вами видим от 2013 года, практически не сработал в этой ситуации. Ситуация на данный момент решилась. По сути говоря, мы ее решали год. Неделю назад закон федеральный о запрете продажи никотин-содержащей продукции всей детям введен. Но давайте разбираться, каким же образом накрыла вот эта эпидемия употребления никотин-содержащей продукции. Мы помним, как дети у нас это массово употребляли, когда все уваливали в интернет, и как были беспомощны взрослые. Поэтому, естественно, мы начинаем с законодательной базы. Закон номер 15, я уже объяснил, в данном случае не работал абсолютно, потому что никотин-содержащая продукция, о которой мы будем говорить, никакого отношения к табаку не имела. Вот такой парадокс,
табак сам по себе, все вещество запрещено для употребления несовершеннолетними, а его основная часть, опасный никотин, законодательно не имела статуса. Его вот прописали неделю назад. Поэтому сигареты детям продавать нельзя было, а никотин, содержащую продукцию, можно было продавать кому угодно, хоть 3-летнему ребенку. Для врачей, ну, скажем так, это было не шоковое состояние, как многие родители описывали свое состояние, когда узнавали. На самом деле, вот за этой внешней оболочкой нам нужен был важен стержень. Стержень, это, еще раз повторюсь, это то, что попадало внутрь нашего ребенка. Внутрь попадал никотин. Поэтому, когда сменили путь потребления, это стало не курение табака, а его сосание, разжевывание, многие встали в тупик. Но способы употребления табака уже были прописаны в законе уже много-много лет. Вот видите, да, потребление табака – это 4 способа: курение, сосание, жевание и нюхание. Вот 4 традиционных способа попадения табака, употребления табака людьми. Сейчас существует 5-й медицинский способ, но об этом поговорим попозже. Очень важно понимать, что в этом законе для нас интересна статья номер 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним. Опять мы видим, да, табачная продукция. А никотин, содержащая продукция, о чем мы будем говорить, никакого отношения к табаку не имел. Поэтому табак продавать нельзя, никотин продавать можно кому угодно. Собственно говоря, вот в этом и был весь провал, в том числе и у законодателей, которые долго не могли понять, с каким видом товара мы столкнулись. Так, коллеги, некоторые слайды я буду пролистывать, да, ну визуально вот как все это выглядело. Наверху понятно, что 90% так употребляется табака, это процесс курения. Внизу, обратите внимание, да, делаю акцент, пока запомните, как это выглядит, это жевательный табак. Рядом в нижнем ряду, да, это у нас нюхательный табак, и вот наверху снюс. Все считают, коллеги, да, что мы употребляли снюс. Коллеги, наши дети снюс не употребляли. Давайте раз и навсегда расставим все точки. Не было снюса в нашей стране. В нашей стране снюс легально не продается. Произошла подмена понятий. Собственно говоря, из-за этого и возникли все такие большие трудности, в том числе и в профилактической работе. А профилактической работе как-то, да, уже у нас традиционно почему-то нагружают либо классных руководителей, либо психологов, либо социальных педагогов. Так вот, не каждый специалист из медицины мог разобраться сразу же, что это был за товар. Поэтому, да, коллеги, я наблюдал это со стороны, ну, скажем так, выглядело это очень-очень жалко. Поэтому нам пришлось даже разрабатывать вот эту свою лекцию, и уже с конца вот января мы проводили активно семинары. Насколько я помню, с вашего региона не было никого, хотя мы вот уполномоченным рассылали ссылки по всей России. Итак, пока запоминаем 4 вида употребления табака. Понятно, что самый популярный – это сигарета. Это самый простой и самый эстетичный способ. Почему, да, не прижились жевание, сосание и нюхание? Ну, это не эстетично внешне, да. То есть кто-то сплевывает, чихает на вас постоянно, сглатывает. Конечно, это не эстетично, поэтому, да и неудобно, да, после этого и запахи, и промывать рот постоянно. Поэтому самый эстетичный способ употребления – это, конечно же, сигарета. Ну вот у табачников акт курения вообще называется табачная сессия, например. То есть видите, какие красивые названия. Табачная продукция. Вот в этом надо разбираться. Если поймете вот этот слайд, в принципе, в дальнейшем будет все гораздо легче. Табачная продукция. Вот то, про что закон. Вот только вот эти виды табака и табачной продукции перечислены в этом законе и находятся под запретом для распространения среди детей. Курительный табак – это употребление через процесс курения. Сигареты, папиросы, курительный табак, сигара – это все продается, можете посмотреть. Курительная махорка, бики, крекеты – это все продается в магазинах. Табачные стики Айкос. Почему я выделил его красным цветом, почему мы обратим на него внимание? Но прежде всего
только потому, что продавцы, да, нашли, опять же, хорошую лазейку, хотя и прописано, что табачные стики, но в перечне федерального закона этого нет. Поэтому, если вы зайдете, можете прямо проверить сегодня, зайдете в свои магазины и посмотрите торговые центры, ларьки с айкосами стоят прямо на входе. Так как там прописано табачное, продавцы говорят, да, мы детям продавать не будем. Но они не подчиняются общим законам продажи табачной продукции. То есть это должно быть убрано с глаз, это должно продаваться в специализированных местах, да, и все это должно быть закрыто. Вот айкосы не закрытые, вот еще раз повторюсь, вот сегодня многие, да, будете на новые вещи смотреть с другой стороны, да, зайдете и увидите, то перед вами как раз вот эти все ларьки с красотой, заманивающими всеми эти красками на входе как раз будут. То есть формально продавцы признают, что табак мы не продаем, но продавать мы будем так, как считаем нужным, да, то есть с кричащими рекламами и до завлекания молодежи. Бездымный табак, вот, собственно говоря, он включает в себя все остальные способы употребления. Это жевательный табак, сосательный табак, снюс, насвай и нюхательный табак, снаф. Коллеги, очень важно в терминологии сленговой разбираться. Снюф, снаф, спайс, видите, да, словосочетания очень близкие. И дети, на самом деле, быстро пробивали учителей по степени их компетентности. Да? Ну, это опять же реальные примеры. Встает ребенок и говорит, ну, хотите с нами поговорить о вреде, ну, давайте объясните разницу между снюсом и снафом. Все, учитель, говорится, у нас, да, сникал, потому что не понимал, в чем вообще вопрос. Хотя, вы видите, да, даже вы теперь владеете, снюс и снаф, снюс рассасывается, снаф нюхается. То есть, видите, да, не особо тут надо углубляться, нужно было знать основные принципы. Дети тоже, поверьте мне, глубоко этих вещей не знают, но такие проверочные вопросы у них довольно-таки часто встречаются. Понятно, сколько вы компетентны. Если вы хотите с ними проводить профилактическую работу, мы с вами должны понимать, что современные подростки на слово «нельзя» реагируют очень яростно. Для них это слово, да, как раздражитель. Спайс также звучит в этом ряду. Коллеги, спайс – это не табачная продукция. Спайс почему сюда попал? Потому что вот мы видим, да, словосочетание «курительная смесь». И все думают, что это табачная продукция. Коллеги, ничего подобного. Спайс – это наркота. Это смесь наркотических растений, обладающих наркотических и психотропным действием. Плюс туда еще добавлены синтетические каннабиоиды. Ну, в простонародье марихуана. Так вот, коллеги, спайс давно уже запрещен. Статья 234 пункт 1. Поэтому, если кто-то говорит, что мы употребляем спайс, то мы с вами, да, или родители спрашивают у вас, а что же такое спайс? Теперь уверенно, да, и спокойно можете отвечать. Спайс – это запрещенное наркотическое вещество. Между прочим, за его распространение до 8 лет. Вот где, да, коллеги, вот это основной слайд, где же произошла подмена. Произошла подмена очень просто. И снюс, и бестабачная никотиновая смесь полностью одинаковы по внешнему виду и по способу употребления. Разница то, что внутри. Но, опять же, разница не принципиальна, потому что слева классический снюс, там табак мелко нарезанный, да, специальный вид табака, при рассасывании никотин также попадает. А слева просто чистый галимый синтетический никотин. То есть наркотическое вещество выделено и в чистом виде сконцентрировано в этих пакетах. Но так как, да, слева у классического снюса табак в основе есть, он федеральным законом запрещен. А тут нету, да, видите, бестабачная никотиновая смесь. Поэтому ни под какие законы это не пропадало. Потому что многие спрашивают, как же это быстро распространялось. Вот благодаря этому, собственно говоря, и происходило быстрое распространение. Итак, давайте все-таки закрепим. Классический снюс и насвай еще рядом называют. Насвай тоже табачный продукт и тоже запрещен на территории Российской Федерации. Так вот, и снюс, и насвай, вот видите, я вам закону даже прописал, на самом деле запрещены в 2015 и 2016 году. Поэтому снюса в России не было и нет. Наши дети снюс не употребляли. Употребляю, еще раз повторюсь, никотин, содержащую продукцию. Вот как это все выглядело. Отличить внешне было очень невозможно. Да? Наши первые уроки и занятия были как раз направлены на то, чтобы вы хотя бы увидели, что это такое. Что основной момент было хотя бы показать. Многие родители после наших лекций потом приходили и говорили, слушайте, мы заходим, это валяется у наших детей.
Да? Видим, никотин, наркотическое вещество, создано синтетически, закачано в продукты. Слева, да, мы видим наверху уже традиционный так называемый ник-пэк, никотиновый пакет. Рядом справа это никотиновые конфеты либо мармелад. Цвет зависит от концентрации. Чем темнее, тем больше концентрация никотина. Внизу никотиновая карамель. И вот такой экзотический вид употребления никотина, как зубочистка. Это уже нам дети показывали. Да, и вот один ребенок говорил: люблю покурить с папаней после ужина. Я говорю: как ты, сигарету достаешь? Он: зачем? Потом говорит: мама выгоняет его на балкон. Мне вот достаточно достать вот такой зубочистки, сделать вид, что ковыряюсь, и никотишка, как он говорил, у меня в крови. Поэтому, конечно, надо было знать не только, что содержится, но хотя бы как это выглядит. Способ потребления, да, я думаю, вы уже поняли, это рассасывание между слизистыми. Что еще потом придумали продавцы? Вот это никотиновое варенье. Теперь смотрите, да, насколько просто все это распространялось. Это дал мне как раз вот тот первый отравленец, который пытался мне доказывать, что как раз никотин безопасен вот в таком виде и менее опасен, чем сигарета. Ну, можете посмотреть, ну, здесь ложь все от начала до конца, но большинство родителей этой лжи не видело. Ну, давайте, да, быстро тут пробежимся. Второй пункт. Джем абсолютно легален, в то время как обычно снюс запрещен в Российской Федерации. Видите, как образовывали наших детей? То есть, когда наши взрослые приходили домой и говорили: да, сыночек, а употребляешь ли ты снюс? Ребенок смело говорил: папа, у нас снюса нет. Папа, там, ну, я реально пример рассказал, да, папа глаза на лоб, он говорит: в смысле нет, я только что с родительского собрания, мне все рассказали. Ребенок спокойно открывает телефон, показывает закон, и у папы глаза, да, а о чем мне сейчас 1,5 часа учитель говорил. Да, и вот, опять же, правдивый ответ ребенка говорит: ну, это вам тут лапшу на уши вешают, чтобы от пенсионной реформы вас отвлечь. Но я еще раз говорю, это реальные примеры, которые говорили дети. Поэтому мы с вами прекрасно видим, да, что дети глубоко, опять же, не были погружены, но основные вот такие верхушки, они нахватавшись, и довольно-таки быстро они сажали, как говорится, взрослых на пятую точку, даже не напрягаясь. Ну, дальше тут полная чушь, да, 98% безопаснее. Откуда это взято, да? Здесь маркетинговые ходы все пошли, 250 рублей за баночку. Вот в одной такой баночке содержится 4 пачки сигарет. То есть такую пачку даже было выгоднее приобретать, чем сигареты. Да, в среднем пачка сигарет стоит от 100 до 150 рублей, а вот такая баночка продавалась всего за 250. То есть себестоимость 4 пачек сигарет она покрывала. Красивые упаковки, модные трэши, все это вводилось, но где вскрывался продавец? Продавец скрывался как раз, когда что он обещал детям? Он обещал детям никотиновый эффект. То есть большинство, да, вернее, все курящие курят только ради получения этого эффекта. Не с целью там, да, побравировать, улыбнуться или просто от нечего делать. Курильщики получают именно эффект от наркотика под названием никотин. То есть видим, да, как легко и просто наших детей облапошивали, но даже этого было достаточно, чтобы вводить, да, в ступор взрослого населения. Многие родители не знали, как это ответить. Ну вот, да, коллеги, вчера я был на коллегии уполномоченных по правам ребенка, как раз у них сегодня заседание съезд, и вот я показывал, как их обрабатывали. Посмотрите, какие материалы давали нам. Да, небезызвестное федеральное агентство, уж не буду называть вслух, но вот какие, да, товары нам предоставляли. Между прочим, это нам дали уже сами учителя, и они сами подмечали, да, после наших лекций несостыковку вот того материала, который подавали федералу. А это было разослано все ваши школы, да, коллеги, еще меня, если кто-то слышит, да, потом такой дистант вещь интересная, может получиться, что я сам с собой разговариваю, но ничего, я как психиатр найду объяснение. Коллеги, если буду спрашивать, да, просьба отвечать, есть, видно, слышно, интересно. Это было разослано, так вы видите, да, что первое же начало снюс табачные изделия. Я вам уже объяснил, да, коллеги, никакого отношения никотин содержащая продукция к табаку не имела. Раз несоответствие. Второе, да, я помните, я внимательно попросил посмотреть, как выглядит товар. И вы уже видите, да, что вот эта чашечка – это не снюс, не так выглядит снюс. Это изображен жевательный табак.
Второй момент несоответствия. А это федеральное агентство, между прочим, со своим институтом гигиены и профилактики. Мифы. Да, вот 4-й пункт снизу мы видим. Не провоцируют рак легких. То есть переворачиваем, получается, снюс провоцирует рак легких. И дети задавали довольно-таки жесткий вопрос. Да, в том числе и мне, когда я выходил с ними общаться. Когда мы вот это разбирали, они говорят, объясните нам, пожалуйста, как, рассасывая во рту вот эту чушь, я могу получить рак легких. И непрофессионал, конечно, тут ничего не мог ответить. А дети, я еще раз говорю, они быстро учатся. 4-е несоответствие. Обратите внимание, дозировки в десятки раз. Коллеги, да, средняя сигарета содержит от 10 до 20 миллиграмм. То есть если в десятке, это 200 миллиграмм, а смертельная доза 80. То есть нам говорили, дети сами говорят, то есть по сути мы один раз по проводу должны все помереть, что ли, или как вы вот это все видите в соответствии с этой листовки. На самом деле, да, я сейчас вернусь назад, дозировки были там от 30 до 60 миллиграмм. Но это очень много, да, это где-то в одном пакете могло содержаться до 4 сигарет. То есть рассасывать только пакетик, суммарная доза никотина могла равняться, да, коллеги, 4 выкуренным сигаретам, например, да. Ну вот, видите, 3-4 пункт содержит, где тут, 49 миллиграмм никотина, да. Вот можете посмотреть конкретно, как было прописано в этой методичке. И как прописывали мы. Да? Конечно, это все вызывало недоверие у детей. И прежде всего говорило о нашей компетенции. И внизу, видите, вот, коллеги, еще раз говорю, презентация это будет у вас, она у вас на сервере останется. У кого нет, да, не будет возможности, то можете скачать в нашей группе, там все это есть. И внимательно посмотреть, вот мелким шрифтом, федеральный закон именно о запрете табачной продукции, а не никотин содержащий. То есть в одной методичке, которую вам, между прочим, рассылали, да, 5 грубейших несоответствий. Ну, к вопросу, да, еще раз говорю, вот вы видели, как с детьми работают, давали им какую информацию, и как она грамотно была выверена, и каким образом, что давали нам. Ну, потом, это уже мне учителя присылали, уже, ну, тут, коллеги, дома поизучайте уже, да, насколько безграмотно, что только не писали. Бездымно никотин содержащее изделие на основе табака. Как это, да, никотин на основе табака, видите? И что такое снюс, чем он опасен? То есть мы видим, это уже мне учителя со всех регионов присылали, а нам вот такие материалы давали. Да, и уже вы сами можете видеть несоответствие. Я с вами всего-то, говорится, 20 минут поработал, да, и вы видите уже сами, да, насколько все, в принципе, несложно было. Другое дело, что надо было, чтобы вам это эксперт, да, специалист читал. Потому что, ну, еще раз повторюсь, это не ваша компетенция. Здесь обвинять кого-то смысла нет. Для этого мы, собственно говоря, работаем, чтобы объяснять, чтобы мы в дальнейшем на эти вещи не попадались. Вот еще вам, пожалуйста, да, нюхательный, жевательный табак. Вот внизу это мне ребята-химики прислали. Ну, коллеги, я понимаю, что, может, мелкий шрифт, поэтому где-то буду цитировать. Что такое, да, вот нюхательный. Чтобы экстрагировать из табачного листа никотин, надо сжигать растения, и туда добавляют агрессивные компоненты канцерогена. Да? Дети говорят, Юрий Леонидович, там синтетический никотин, это вновь созданное вещество химическим путем, а не путем сжигания исходного вещества. То есть, ну, коллеги, видите, да, насколько все это бредово выглядело, но нас заставляли, да, работать по этим методическим материалам. Объявим снюсы вне закона. Я вот часто этот лозунг слышал, я говорю, коллеги, вы что хотите запретить? Да? Со мной консультировалось несколько законодательных органов соседних регионов, других регионов. Я говорю, вы что хотите запретить-то? Мы хотим запретить снюс несовершеннолетним. Я говорю, коллеги, вот исходя из 15-го закона, снюс не запрещен, да, можете сделать пометку, не только не для совершеннолетних, он запрещен на все возрастные категории. Вот тот классический снюс, да, о котором мы говорили в начале, и в законе прописано, его вообще нельзя потреблять, ни взрослым, ни детям. А вы теперь что, хотите снять возрастные ограничения, чтобы снюс взрослые, пожалуйста, а дети нет? Видите, до какого, да, доходило словоблудие, не понимая всего лишь один закон. Коллеги, видите, насколько хитры табачники, как быстро они используют все эти наши промахи. Вот оно, самое популярное вещество.
Это я уже рассказываю, да, на собственном опыте, когда мы запрещали употребление никотин содержащей продукции на территории Вологодской области. Вот к нам приезжали представители табачной компании, вот они рассказывали, давали нам все товары, и мы ловили их на несоответствие. То есть вот это популярные так называемые лифты у подростков, которые рекламировали артисты, певцы и рэперы. Внизу то, что показывали потом мы, да, я имею в виду табачников. И говорят, вот у нас стоит знак 18+. Мы с коллегой, да, там на фотографии будет видно, купили этот же товар, но видите, вот 3 кружочка – это сильный. А мы купили Минт, средний, Миллениум, да. Я также показываю пачку, говорю, а вот здесь почему не стоит? Они говорят, так смотрят, говорят, ну, не знаю, говорю, никотин содержится? Они говорят, да. Почему вы на Стронг прописали, а на этой не прописали? Ну, там дозировка больше. Я говорю, я не спрашиваю вас о дозировке, я спрашиваю, почему на никотин содержащей продукции не стоит возрастного ограничения. Видите, насколько они, да, считают, что мы тупы. На самом деле, да, там не так все вышло, как они хотели, наконец-то. Слева внизу посмотрите внимательно, да, на что взгляд упал. Вот автоматически смотрите, да, естественно, привлекает в правом нижнем углу флаг Швеции. И они говорят, ну это же импортный товар, лучше его есть. Я говорю, а почему вы взяли что-то импортный товар? Они говорят, ну уже написано Born in Sweden. Я говорю, рождено, но не сделано. Да? Тут английский надо. Видите, какие ловушки хитрые используются? Но не здесь основное-то надо было смотреть. Слева теперь видите еле заметную надпись. Нет табака, но содержится никотин. Вот это она была красной. То есть, видите, насколько, да, простыми манипуляциями, отвлечением внимания табачники пытались скрыть очевидные вещи, да, содержание никотина в их продукции. Самое главное, конечно, нужно было знать, как употребляется, потому что многие не понимали. Сейчас эта продукция уже не такая в широком распространении, но нелегально она продается активно в интернете, я покажу потом. Поэтому 5 признаков, по которым вы можете догадаться, что ваш ребенок может употреблять никотин содержащую продукцию. Теперь мы знаем, куда смотреть. Не нюхаем пальцы, не смотрим желтые ногти, да? Смотрим на припухлости на губах. Если видим, что рассасывающее движение, да, как карамель, да, можно сразу же предполагать, что ребенок не карамельку жует. Что отличало эти товары? Это сильный синтетический запах. Поэтому, когда заходили в комнату, многие взрослые нам потом говорили, да, действительно было видно, слышно запах ментола, эвкалипта, то есть мы сами понимали, да, что очень сильный запах синтетики. Да, может быть, дезодорант неудачный ребенку, но вот постоянный запах должен сразу же привлекать внимание. Очень важный момент слюноотделения, то есть нужно сплевывать, да, если я сам не пробовал, я и сигарет-то не курю, но с подростками на эту тему общался много. Они говорят, во-первых, сушат, а во-вторых, постоянно сплевывать надо пить большое количество воды. Да, поэтому обращали мы внимание родителей на стол ребенка, надо было смотреть на стаканы, да, какие-то вдруг неожиданно появлялись, но понятно, что постоянно сплевывая, ты привлекаешь внимание, эти стаканы были непрозрачны, да, то есть металлические черные банки, родители потом, как мы заглядывали, а там, ну, понятно, она сплевана так, что мама не горюй. То есть зубная щетка, да, там содержались гигантские дозировки, которые вызывали ожоги, кровотечения даже были из десен, да, и когда дети потом чистили зубы, вот в результате этих микроповреждений было много зубных кровотечений из ротовой, в ротовой полости. Достаточно было даже щетку внимательно посмотреть, не обязательно было, да, там сразу же говорить, отводили у нас ребята стоматологам, с которыми мы уже работали, он довольно-таки быстро находил следы ожогов от никотин содержащей продукции. Ну и самое главное, да, они долгое время нас довольно-таки, да, я имею в виду, дети считали несведущими в этом вопросе, носили все это спокойно в заднем кармане. Я с директором шел, да, говорю, вот смотри, видишь, в карманчике у нее слева телефон, а справа шайба, так называемая. Останавливаем, достаем, она пытается, вот эти все мифы нам, это конфетки, это вы не то, о чем думаете. Да, он говорит, директор, если бы не ты, я, наверное, бы на это купился. Так правдиво она меня переубеждала. Вот 5 основных признаков, да, на которые вы должны были обращать внимание. И, коллеги, поверьте мне, этого было достаточно, чтобы понять, употребляет ваш ребенок никотин содержащую продукцию или нет. Ничего сложного в этом не было.
Ну, вот это, коллеги, я буду пролистывать, потому что на тот момент, когда я читал эту лекцию, никотинсодержащая продукция еще не была запрещена. И вот мы коллегам рассказывали, каким образом вы можете ограничить продажу никотинсодержащей продукции. Это вот сертификаты соответствия, можно было проверять штрих-коды, понятно, что не соответствовало это ничему. Вот слева наверху был проведен анализ, который доказал, что в этих смесях огромное количество свинца, кадмия, это ртуть, соли тяжелого металла. Кстати, это был один из мощнейших аргументов влияния на родителей. То есть, когда они говорят, ну никотинка и что? Я говорю, нет, ребят, для начала вы почитайте состав. В чем особенность свинца, ртути и кадмия, солей тяжелого металла? Они никогда не уводятся из организма. То есть, попадая внутрь вас, да, не дай бог, вот это все максимально концентрировалось и оставалось на всю жизнь у вас. У каждого даже этого элемента есть свои органы накопления: кости, печень, головной мозг. Вот это мы когда родителям показывали, вот тогда у них, кажется, уже волосы дыбом вставали. Но а как еще-то? Ведь, заметьте, мы ведь ничего не придумывали. Я вот специально вам все слайды оставляю, это же ведь официальные печати. И звонили эти в лаборатории, прозванивали желающие, да, говорят, это мы проводили, мы за эти документы отвечаем. Это есть надежный источник. Ну, как мы работали, да, я сразу скажу. Понятно, что сообразили мы довольно-таки быстро, потому что у нас уже был опыт запрещения вейп-продажи несовершеннолетним еще в 2017 году. Вот в общественной палате вот фотографии с этого заседания при поддержке полномоченного по правам ребенка мы, в принципе, быстро собрали нужных нам людей, в том числе и ЗАГС собрание, чтобы где-то по 100 раз не ходить. Табачники вот приехали, да, к нашему удивлению, мы сами не ожидали. И, собственно говоря, довольно-таки быстро мы доказали, что эта продукция вредна для несовершеннолетних на основании того, что основу составляет наркотическое вещество никотин в синтетическом виде. Далее у нас были, да, вот мы как раз вот слева внизу, да, видите, волонтеров подготовили, вот я вам час буду читать, а так мы эту лекцию читаем 3 часа, и вот этого для волонтерства достаточно, то есть, да, без рекламы, но, по сути, волонтеры разговаривать с родителями уже могли, потому что там такой был вал жалоб от родителей, что мы всех охватить не могли, поэтому работать надо иногда было прицельно по классам. Что пошли продажи, да, 9-й 7 классом продавали, 7-й 5-му, 5-й чуть ли не во вторые классы это закидывали. И все, да, как бы шито-крыто. Поэтому здесь, конечно, работали мы довольно-таки жестко, подключили прессу, то есть буквально со всех утюгов, да, уж извините за сленг, но многие родители стали об этом узнавать, им получали колоссальную обратную связь. Ну и самое главное, да, что вот уже 27.12 было изменено административное законодательство под эту статью. Как не смешно, но никотин содержащая продукция была запрещена только на одном моменте. На одном моменте, вот оно, да, по способу потребления вот эту никотинку отнесли к пищевой продукции, да, парадокс. Но, тем не менее, наше государство смогло найти только этот механизм запрета, вернее, даже не запрета, а остановки продажи вот этой дури. Почему вцепились именно в пищевую? Пищевая продукция должна иметь жесткий техрегламент. То есть должно быть, да, много разрешительных документов, мы знаем, сколько сертификатов качества у продукции должно быть, лабораторных заключений, ничего подобного у продавцов никотинки, конечно же, не было. На основании этого, еще раз повторюсь, удавалось быстро это все блокировать. Ну вот, коллеги, нам еще такую инструкцию, может она вам пригодится. Это контрольные закупки, обратите внимание, да, как они проводятся. Во-первых, кто должен покупать? Коллеги, это я вам скажу сразу же, да, должен быть либо сам законный представитель, родитель присутствовать, либо с его письменного разрешения. Если там ваши члены молодежного парламента прибегут и друг друга снимают на камеры, это никуда не пойдет. И второй очень важный момент – чек. Ваша задача, да, чтобы вы получили чек. Вот без чека вы тоже ничего не докажете. Вот 2 момента контрольных закупок. Это фиксация, и третий, да, это фиксация продаж. Поэтому фиксация, несовершеннолетний с правильно оформленными документами и чек
как фактор, как заключение о свершившейся сделке. Вот только если вы соблюдаете вот это все, да, правоохранительные органы могут составить правильный протокол и оштрафовать продавца. Ну, вот это я показываю специально, да, у нас многие вопросы задавали, а что ж вы там в 2017 году делали, мы даже не знали. Но мы об этом везде разговаривали, да, мы говорили, что у нас было запрещено никотин содержащей продукции, мы еще вейп-продукцию еще в 2017 году запретили продавать на территории нашего региона. Поэтому вот у нас толп вейперов, подростков не встретить на улице. Ну, сейчас-то понятно, что и в ваших регионах этого не будет. Закон федеральный принят, еще раз повторюсь, 2 недели назад. Поэтому, коллеги, легко и просто, да, вы можете теперь останавливать, там, если у кого-то родительские патрули работают, родительский комитет, останавливать подростка и спрашивать, да, где ты это купил, почему ты употребляешь. Запрещено законом. По сути говоря, то же самое, что сигареты. Вот видите, да, коллеги, сколько мне пришлось, да, рассказать вам, до медицинского обозначения мы с вами еще не дошли. Ну вот, закон применили, июль 2020 года, можете все внимательно прочитать, употреблять, продавать несовершеннолетним никотинку теперь нельзя официально, да, теперь это карается стражей. Ну и вот это я вам все рассказал, да, чтобы вы хотя бы внешне это дифференцировали, понимали, о чем речь. Теперь очень важный разговор, как об этом говорить с детьми и, самое главное, с родителями. Я вам уже сказал, да, что авторитет для современного подростка – это тот, кто владеет информацией. Запугать здесь не удастся. Да? Вообще современное поколение запугать не удастся. Современным поколением, да, подростками надо вести жесткие диалоги, максимально аргументированно. А это могут делать только профессионалы. Поэтому, да, вот мы вам внешне обозначили, да, а потом все равно нужно привлекать к работе либо наркологов, либо клинических психологов, имеющих, да, хотя бы понимание, о чем говорить. Потому что дети вам будут впаривать, уж, коллеги, извините за сленг, огромное количество сленга лжеинформации, манипуляций. Видите, да, первая манипуляция – это обойти законодательно, сменив никотин, табак на никотин. Табак, еще раз повторюсь, был законодательный статус правовой, никотин нет. Да, вот первый момент, который я вам уже рассказал. Максимально дистанцироваться от табака. Вот что они хотели сделать. Да? Для этого придуманы новые формы потребления, никакого, да, отношения не имеющего к курению. Потом была попытка создать легальный статус вещества никотин, привязав к медицине, нарушить причинно-следственные связи и снизить отрицательное восприятие никотина. Вот это 4 болевые точки, на которые работали манипуляторы. Сейчас мы их разберем, не переживайте, если кто-то не успел записать или, да, не успел запомнить. Обойти закон я вам уже сказал. Да. Вторая манипуляция – нарушение причинно-следственных связей. Коллеги, мы все время, да, говорили, курение убивает. Коллеги, убивает не курение. Это убийство, да, такое опосредованное. Убивает зависимость к никотину. Курение – это способ убийства. Но убивает никотин, потому что именно никотин является наркотическим веществом. Именно зависимость от никотина заставляет курильщика курить вновь и вновь. Не потому, что он хочет курить, а потому что он уже наркозависим. Еще раз повторюсь, никотиновая, сейчас она называется табачная зависимость, официально внесена в реестр медицинских заболеваний. Поэтому, коллеги, да, еще раз, не курение убивает, а убивает привязанность к никотину, который несет за собой вот эти жизнеугрожающие состояния. Последствия употребления. Ну, попросили меня эти страшные картинки накачать. Я для детей, кстати. Ну, я ради эксперимента накачал, но у детей это вызывает больше хохот. Я говорю, что такие картинки слабые, да? Еще раз повторюсь, детей не запугать. Но все-таки какие способы потребления существуют, мы должны понимать, да? Последствия. Язвы, различные трофические заболевания ротовой полости, аллергия, зависимость и самое опасное – это передозировка никотина. Вот именно с передозировками к нам и поступали все наши клиенты, с которыми мы работаем. Вот что на детей сейчас работает гораздо сильнее и эффективнее.
Это социальные последствия употребления никотин-содержащей продукции. Дети очень этого боятся, мы прекрасно понимаем, да, что они хотят права, они хотят в престижные вузы, они хотят на работу. Вот мы говорим, что, ребят, если где-то мелькнете у нарколога либо у психиатра, да, вы прекрасно понимаете, что определенные проблемы в этом направлении у вас могут быть. Конечно, да, мы никого не посадим, мы не возьмем никого на учет, да, но я думаю, что беседа с наркологом, да, и психиатром, да, даже со мной, я думаю, мало добавит удовольствия как ребенку, так и родителю. Опять же, ограничения на поступление в работу, да, мы прекрасно знаем, что сейчас могут делать работодатели, что хотят, да, могут это выставить в условия, да, например, приема работы. Ну и вузы, соответственно, тоже это все просматривают, ваши аккаунты, я уже давно говорю, мы работаем с детьми в этом направлении, что можно в интернете выкладывать, а что нет, да, и не гарантируют, что если ты все вычистишь, уберешь, что кто-то это не сохранил и не использует против тебя через какое-то время. Ну, еще, да, там уже быстро побежим. Манипуляция, привыкание и зависимость. Это называется ослабление влияния термина. То есть зависимость все боятся, все понимают. А вот привыкание, ну, нет. А вот теперь внизу смотрите, да, продукт вызывает привыкание. И вроде не так страшно. Ну, привычка. Есть хорошая привычка, есть плохие. А хороших зависимостей нет. Ну, есть, конечно, да, там, если уж глубоко уходить, профессионально, да, любовь к родине, то патриотизм тоже зависимость. Но не об этом мы сейчас, да, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Поэтому видим, да, что вот эти все документы, которые сопровождающие давали производители никотинки, да, при ближайшем рассмотрении были мощнейшим манипуляционным моментом для взрослых и для детей. Ключевое вещество, еще раз говорю, это никотин. Потому что многие учителя мне, да, буквально заваливали почту и говорили, а как нам теперь профилактику-то вести? У нас же вся профилактика на курение была заточена на табачный дым у нас. Мы с чем пугали-то? С легкими. Легкие отвалятся, рак легких у тебя будут, через легкие, там, в печень и так далее, и так далее. Коллеги, вот, ну, это государственный промах, конечно, это сразу же надо признать, что мы ушли именно на один процесс профилактики курения. Ну, как самый популярный, видно, так выбор был. Но традиционно, еще раз говорю, ключевая точка опоры – это никотин. Для меня самого было удивление. Первый запрос у нас на работу с целевыми группами подростков и родителей – это были спортивные школы. Хоккейники и футболисты наши. И дети ведь говорили, тренер, ты нам что говорил, легкие беречь. Мы и легкие-то бережем, мы ж не курим, видишь, мы как тебе работу облегчаем, мы рассасываем, и все в кровь, и мы все довольны, легкие ты обещал нам сделать, мы их и держим. Хотя, еще раз, да, вы уже наверняка понимаете, не важно как, важно что. А внутрь попадал никотин. А никотин это бьет прежде всего по нервной системе и по головному мозгу, и по сердцу, кстати. Вот мы нашли как раз влияние никотина на сердечную систему. И вот многие спортивные тренеры это брали на вооружение. Поэтому, коллеги, да, никотин – это наркотическое вещество, вызывающее зависимость. Абстинентный синдром, да, самое главное показание, то есть ломка, да. Ну, попробуйте посмотреть на наркомана, на некурящего, там через 2-3 часа, если он не может дотянуться до сигареты, да, нервничает, раздражительный, срывается, кричит. Вот вам все признаки синдрома отмены. Ну, это вот то, о чем я говорил, да, пытались к медицине, да, что вот есть препараты опасные, а вот вы же продаете вот медицинские пластыри, что вот пятый способ, да, попадания через кожу, но он чисто медицинский. Вот если я буду вот ваши таблеточки жевать или спреем пользоваться, я говорю, дети говорили нам сами, да, что ладно, вот я не буду курить, но вот этим-то я же могу пользоваться. Ты можешь пользоваться, только вот эти все вещества, да, которые продаются, это выписывает врач. А для того, чтобы тебе врач это выписал, ты что должен сделать сначала? Признать себя больным, зависимым. И тогда для лечения тебе будут выписаны вот эти вещи. Сколько подростков согласилось или родители признать своих детей наркоманами, да, табакозависимыми, никотинозависимыми? Да, конечно, никто.
И поэтому, да, разговор, да, видите, как просто на этой фразе обрывался. Не надо было там химию какую-то, отличие синтетического никотина от медицинского, там кто-то мне пытался приводить. Для меня ключевая позиция: хочешь получать, признавай наркоманов, ставь на учет, тебе это будет выписано как лекарство. Не как развлечение, а как лекарство больному человеку. Да, и на этом споры у нас по этому направлению всегда заканчивались. Так, ну вот дети, да, почему очень важно, чтобы работает профессионал. Дети начнут вам все эти фейковые новости из интернета качать, я вам примеры приведу, что якобы никотин раньше как лекарство использовался. Да, использовался в 19 веке, но довольно-таки быстро было доказано, что его вред больше, чем потенциальная польза. Сейчас нету лекарств на основе никотина. А вообще никотин использовался в двух видах промышленности: это в курительной, да, табачной, и для травли грызунов и тараканов. Вот я детям говорю: выбирайте, с кем вы хотите себя ассоциировать. Потому что никотин сильнейший нейрояд. В дозировках больших он вызывал смерть и паралич. Вот как раз ссылки мы давали на химические энциклопедии, дети это все находили и были очень удивлены. Ну, дальше дети впаривали чистые способы употребления никотина, да, жижи, соли, смеси. Ну, коллеги, еще раз говорю, эта тема все-таки большой лекции, да, если есть желание, мы уже на большую аудиторию можем провести, да, не в таких стесненных обстоятельствах, что у меня вот друзья сидят, шашлык жарят в Осетии, а я вот работаю с вами. Ну, коллеги, шучу, конечно, но еще раз говорю, тема серьезная, поэтому если хотите в ней поразбираться, да, это надо часа 2, ну, 3. Да, я вам гарантирую, что многие вещи вы начнете различать, а самое главное, сможете отвечать ребенку. Еще раз повторюсь, если вы начнете ребенку доказывать, что вы правы, и аргументировать, поверьте мне, авторитет у подростков у вас как минимум гарантирован. Вы можете сразу же заявить в Роспотребнадзор, либо в полицию. Вот я единственное, что, да, коллеги, могу сейчас вот сейчас боюсь дать неточную информацию, я не знаю, с какого закон принят, но я не знаю, с какого момента он будет применяться. То есть, насколько я понимаю, вот на данный момент, может быть, еще несколько месяцев вейп на федеральном уровне еще не будет запрещен в продаже, если нет местного ограничительного закона. То есть вот у нас он местный есть, да, у нас на территории Вологодской области и так-то запрещено, поэтому нам этот закон-то и не нужен был, он нужен был федерации. Но сейчас вы можете смело обращаться в Роспотребнадзор, либо в полицию. То есть закон уже есть, и, по крайней мере, да, какие-то неприятности продавцам вы доставить уже можете, это точно, это однозначно. Ну вот, эту фотографию я всегда привожу, многие спрашивают, при чем здесь она. Фотография это здесь как раз встреча американского президента Трампа с представителями здравоохранения Америки и представитель Американской ассоциации заболеваний легких. Именно в этом году, вот видите, в сентябре этого года было доказано, что вейп смертельно опасен для детей. Все, и Трамп тут же подписал закон о запрете продажи вейп-продукции на территории США. Я почему объясняю эту вещь? Потому что многие спрашивают, почему же именно в сентябре взорвалось? Потому что табачники уже, понятно, что это мощнейшая корпорация, не знали об этом, о готовящемся законе. И вот такой способ был предусмотрен, да, что когда вейпы будут закинуты, мгновенно, да, должен был в ход пойти вот этот товар. Еще раз говорю, мы имеем дело с табачными корпорациями, да, у которых многие шаги просчитаны. Ну вот, коллеги, весь рынок электронной системы доставки никотина, к сожалению, ни один взрослый не может все назвать. Дети называют все. Коллеги, это электронные системы доставки, ключевое слово никотина. Да, давайте быстро пробежимся. Слева наверху это вейп. Вот эти цветные палочки, электронные кальяны, они у детей не популярны. Вернее, электронная сигарета слева наверху. А вот вейп это справа наверху. Коллеги, надо знать, как это выглядит. Потому что когда четырехклассник убеждает учителя, что вейп ему прописал врач для лечения бронхиальной астмы, коллеги, ни в какие ворота уже не лезет.
популярны у детей. Коллеги, никотина, да, оговариваюсь. Коллеги, никотин – это жидкость в своем первоначальном виде. Поэтому жидкость мы что можем делать? Нагревать, испарять, да, либо растворять в чем-то, и потом через процесс тления и процесс курения так образуются. В середине вот эти веселые флешечки – это мини-фиты, это мини-вейпы. Очень популярны у детей, часто их видел на уроках. И айкос, и система ГЛО. Вот внизу видите слева айкос. Какая особенность? Они не выделяют дым. Поэтому, когда учителя видели эти трубочки, спрашивали, что такое, подростки, да, с хохотом говорили, это ионизатор воздуха. Еще раз говорю, вам не надо глубоко погружаться в эти все индустрии. Смотрите, как это выглядит внешне. Принципы работы, да, на самом деле очень просты, да, понимая, что, еще раз говорю, что никотин – это жидкость прежде всего. Так, коллеги. Ага. Небольшое подзависание может проходить. Ну вот, да, вот я вам в разрезе даю, то есть в вейпах справа наверху, вы видите, да, испаряется. В середине это айкос, да, коллеги, сейчас назад верну. В середине это айкос наверху, это бездымный, да, то есть видите, да, металлический, вот этот штырь тут вставляется в стик, нагревается и без дыма попадает внутрь. То есть вот этого парообразования большого нет. Мини-фит, электронные сигареты, да, и сосание рожжевым. То есть, коллеги, не важно как, важно что. Это все способы попадения никотина внутрь нашего организма. Поэтому все вот эти глупые споры опасны, безопасны, сразу же прекращаются, когда вы объясняете суть. Ну, там много, да, мы не курим, мы парим. Вот очень интересно, смеси безопасно, это я уже про вейпа рассказываю. Ну, коллеги, самый простой состав вейпа, жижи. Пропольглюколь, глицерин, глицерин и ароматизаторы. Синтетика, бытовая. Вот Американская ассоциация заболеваний легких и Американское химическое сообщество в докладе Трампу как раз говорили, что и пропольглюколь, и глицерин при нагревании до 187-290 образуют формальдегид. Выделяется вот из этих жиж, из этих веществ формальдегид. А формальдегид – это трупный яд по-русски. Очень опасный токсин для головного мозга. Ну, коллеги, да, психические составляющие мы уже не будем, да, видите, сколько я про тело говорил. Понятно, что активизируется процесс курительный, да, он строится у нас на двух мощнейших процессах, это сосательный и дыхательный рефлекс, то есть задача вейпа что было сделать? Сделать максимально комфортную первую затяжку, это раз, да, а второе как раз снять страх, да, и вот активизировать вот эти все внутренние глубинные процессы. То есть ребенок, да, кто пробовал курить, наверное, уж не знаю, есть среди вас курящие, знаю, да, что удовольствие-то от первой затяжки никто не получил. А если ребенок, да, он потом долго или вообще не подходит, да, все-таки в детстве эти все вещи страшнее переносятся. Но вот задача вейпа, да, снять этот психологический барьер, да, сделать первую затяжку приятной, комфортной, да, обозвав это молодежную субкультуру, и детишки спокойно подсаживаются, а через 2-3 года они спокойно переходят на сигареты. Средний возраст вейперов 11-12 лет, я специально родительские скрины делаю, да, потому что многие не верили сначала, да сейчас уже все знают. Вот эту методичку у нас распространял вейпер, да, вот весь миф можете. Коллеги, я вот про эту историю много рассказываю, но это минут 10-15, да, найдите, посмотрите, она интересна. Как у нас в Щельповце запрещали вейп с помощью родителей, между прочим. Манипуляции потом уже, да, шли не детские, манипуляции шли уже родительские. Там уже родители начинали обрабатывать, уже говорили, да, что ничего страшного, подсадите ребенка, если ваш ребенок курит, дайте ему лучше сигарету, тут меньше канцерогенов. Но, коллеги, еще раз повторюсь, это все были хитрые манипуляции, да, задача, чтобы наш ребенок сделал первую затяжку, да, и постепенно уже стал потребителем в дальнейшем сигарет. То есть конечная точка всех этих электронных систем, то, что ребенок через какой-то определенный момент переходит на сигареты.
Никто меня в этом не переубедит, что это не так. Все можете проверить табачные компании, владельцы вот этих всех IQOS-систем, вейпов и так далее, и так далее. Ну, я вот чуть-чуть обращаюсь к истории, да, был такой известный психоаналитик Эдвард Бернейс. Вот именно он со своим дядюшкой, которого знают все, это Зигмунд Фрейд, подсадил женщин в начале 20-х годов на сигареты. Да, меня слышно, видно? Тут связь плавающая. Коллеги, слышно, видно меня? Угу. Интересная история, можете найти в интернете. Акция называлась «Зажги свой факел свободы». То есть как женщин подсаживали на употребление сигарет. Что в начале 19 века курящая женщина по степени морального падения была ниже, чем даже продажная женщина. То есть женщину с сигаретами на улице встретить нельзя было. Бернейс придумал очень интересный ход, основанный на женской психологии, это на любопытстве. Да, он скупил через своего дядюшку, вернее не дядюшку, а магната, Lucky Strike, тогда была самая богатая табачная компания, все методы коммуникации, которые были на тот момент, это газеты и радио. И стали, да, в один и тот же время вещать, что хочешь стать независимой от мужчины, вот приди туда-то и зажги свой факел свободы. Естественно, все женщины пошли не от мужчин освобождаться. В начале 19 века женщины еще об этом не думали, о феминизме. Все из любопытства пошли смотреть, что же там будет-то такое. А там была очень интересная ситуация в Нью-Йорке, да, можете посмотреть, даже фотографии есть. Стоял помост, 6 стульев, выходят 6 женщин, одна известная киноактриса, садятся на эти стулья и начинают курить. Вся толпа просто в шоке и в панике. Как это так? Выходит конферансье, да, и говорит, вот хотите освободиться от мужика, вот хотите делать назло им, вот курите. Вот так вот. Вас и подсадили, уважаемые женщины. Еще раз говорю, я это не с головы придумал, можете прочитать. Это официальный факт. Но понятно, что сломать табу и сразу же подсадить всех женщин на курение не удалось. Но что сделано было этим шагом? Был сломан стереотип, что женщина не курит, женщина тоже может курить. А дальше была уже разработана, ну, на самом деле, гениальная, да, компания, вот картинки видите, да. Бернейс произвел одно из самых первых великолепнейших социологических исследований, что он выяснил, да, где женщины у нас любят встречаться, да, и поговорить. Конечно же, это были кафешки. Что у нас женщина берет, когда выпивает кружечку чая, либо кофе? Естественно, она брала сладкое. Да? И сейчас ничего не поменялось. Если бы я сейчас с вами живьем бы работал, я бы заканчивал фразу, а вы бы мне ее продолжали вот так, как да, я говорю. Поэтому он нанял 300 ведущих институтов на тот момент. Они исследовали влияние сахара на организм. Конечно же, это было доказано, что негативно. И поэтому был придуман такой слоган. Да? Ты общайся со своими... Коллеги, я надеюсь, Юрий Валентинович, да, вы к нам вернулись. Тогда я отключаюсь, Песню, чтобы да? не создавать помехи. Угу. Да, ну давайте все, по сути говоря, я уже заканчиваю. Да, видим потом, сигареты рассматривались как лекарство, потом подключился Голливуд. То есть вот если бы, да, мы шли бы планомерно, вы бы увидели одно, что все те же самые способы сейчас используют, только подсаживают наших детей. Также красиво, также модно, безвредно, то есть ничего не изменилось, только целевой группой современных табачников стали наши дети. И вот через такие электронные гаджеты, вот через такие вещи, собственно говоря, наших детей и вводят вот в эти вещи. Что еще, коллеги, очень важно, да, заканчивая вот этим слайдом я всегда, коллеги, почему очень важно знать законодательную базу? Еще раз повторюсь, вот в конце 2020 года, это точно, будет введен закон за уголовную ответственность за склонение к употреблению либо пропаганду наркотиков через интернет. Вот основной процент употребления сейчас наркотиков, вернее распространения, как раз идет через интернет-пространство. Поэтому вот эти все смешные скриншоты, вот эти все
Юмор, да, вот специально вам, да, показал, вот, насколько это все на детских страницах весело выглядит. Вот это будет считаться пропагандой. Кто за это будет отвечать? Отвечать за это будет владелец сим-карты, на которой зарегистрирован родитель, зарегистрирован аккаунт, да, а это сим-карта. Все сим-карты, да, зарегистрированы на родителей. Вот вам прекрасный момент для разговора с вашими родителями, кто и за что отвечает. Конечно, мы не посадим, да, но штрафаки и постановки на учеты вам могут быть обеспечены. Вспоминаем о социальных последствиях. Но это тема, коллеги, да, уже большого разговора о манипуляциях уже телефонных компаний. Можем об этом поговорить, но, как говорится, уже не сегодня. Все, коллеги, вам большое спасибо. Наш адрес нашего НКО, кто не знает, да, профилактика нехимических видов зависимости мы называем. Работаем мы уже не только на Вологодский регион, но привязка у нас географическая, она, естественно, по нашему региону. То есть вот вы видите, да, защита, но можете найти эту презентацию 20 минут, час, полтора, 3. Все, коллеги, дальше все за вами. Есть желание, материала у нас предостаточно. Работайте, хватит все. Все, коллеги, большое спасибо за внимание. Надеюсь, что продолжим наше сотрудничество. Юрий Валентинович, благодарим вас за предоставленную информацию. Действительно, она была очень полезна. Не первый раз Институт развития с вами сотрудничает, и коллеги вас уже слышали и на международном семинаре. Надеемся на дальнейшее наше плодотворное сотрудничество. Если у коллег будут возникать вопросы, они могут вам их задавать уже лично на указанный email. Благодарим вас. Да, без вопросов. Спасибо. Да, с удовольствием. Все, коллеги, счастливого дня. Всего доброго, до свидания. До свидания. Коллеги, а мы вас ждем на другие площадки. Не прощаемся еще с вами. Ждем нас на другие площадки. Сейчас параллельно, так как вот Юрий Валентинович закончил чуть раньше, параллельно у нас с вами идет площадка «Уроки пандемии». Ведет ее ведущий специалист методического продвижения мобильного электронного образования Трифонов Александр Анатольевич. Можно пока заглянуть на эту площадку.